Итак, всех приветствую. Продолжаем изучать программу Affinity Designer. На прошлом уроке мы прошли некоторые новые инструменты. Давайте повторим. На прошлом уроке мы разбирали ситуацию, когда у нас есть дорога с разметкой, но расстояние между этой разметкой, оно разное, а нам нужно, чтобы было одинаковое. Для этого мы должны выбрать все наши элементы разметки. Вот так. Далее перейти вот сюда, во вкладку выравнивания, и выбрать выравнивание по горизонтали или по вертикали, в зависимости от того, в какую сторону нам нужно выравнивать. И нажимаем на интервал по горизонтали. Оп, и у нас получаются ровные интервалы. Также мы изучили функцию обводки. Для этого выбираем нужный нам элемент. Видим, что вверху слева у нас есть обводка, она черного цвета, но мы ее не видим. Для того, чтобы ее увидеть, нам нужно нажать вот сюда и выбрать стиль. Например, вот. И ширину, естественно, чтобы мы ее видели получше. Чтобы менять цвет обводки, можно выбрать вот эту вот плашку. Выбирать любой цвет. Также мы изучили инструмент углы. То есть мы выбираем нужный нам элемент. И прямо вверху видим такое выпадающее окно с названием угол. Здесь мы можем выбрать тип угла у объекта, если у него, конечно, имеются углы. Сейчас мы изучим несколько новых инструментов, и один из них связан непосредственно с инструментом угол. Он называется точно так же, но теперь он находится на панели инструментов. Если мы выбираем, то можем заметить, что у нашего объекта появляются 4 точки. Если мы выберем одну из этих точек и потянем в сторону, мы заметим, что изменяется стиль угла. Также мы можем выбирать из предложенных вариантов. По сути, это тот же инструмент угол, который был вот здесь вот. Следующий немаловажный инструмент – это инструмент добавления и исключения. Для того, чтобы нам им пользоваться, нам нужно как минимум 2 объекта. Например, вот выделим эти 2 квадрата с помощью Shift. И можем заметить, что вверху справа у нас активировалось несколько кнопок. Это кнопки «Добавить», «Вычитание», «Пересечение», «Исключающее или» и «Разделитель». Что же это такое? Допустим, у нас возникла ситуация, когда нам нужно объединить 2 разных объекта в один, чтобы он был цельным, то есть не чтобы через Shift вот так вот выделять и переносить, а чтобы у нас был цельным. Для этого и существует данный инструмент. Выделяем наши 2 объекта и попробуем нажать на кнопку «Добавить». Вот. Что произошло? Произошло слияние 2 объектов. Теперь наши 2 объекта являются одним. Также можно заметить, что поменялся цвет. Цвет выбирается исходя из того, какой объект лежит в самом низу. Вот. В данном случае у нас коричневый цвет, и у нас весь объект стал коричневым. Если мы хотим сделать наоборот, то достаточно просто переместить красный квадрат под коричневый и снова сделать «Добавить». Итак, следующий инструмент – это вычитание. Но здесь можно изменить каждый угол. Происходит вот что. Один объект, который лежит над другим, вычитается из нижнего. Это, собственно, все, что нужно знать. Также, если мы хотим менять что-то, то меняем положение во вкладке слоев и делаем то же самое. Следующий инструмент называется пересечение. То есть он удаляет все элементы, кроме вот этого пересечения. То есть, давайте я сейчас поменяю вот так вот.
Нажимаем на инструмент пересечения, и вот этот наш квадрат, он остается. Именно вот это вот пересечение. Вот это вот. Следующий инструмент называется исключающий или, и он работает абсолютно противоположно инструменту пересечения. То есть и последний инструмент называется разделить. Все, что он делает, это разделяет наши объекты. Вот так. То есть раньше у нас было два объекта. Мы их выделили, нажали кнопку «Разделить». И теперь у нас объекты разделились по пересечению. Последний инструмент, который я хотел бы показать, называется инструмент «Узел». Для того, чтобы его использовать, нужно опять же выделить нужный нам объект, выделить инструмент «Узел». И это очень важно, нажать кнопку «Преобразовать в кривые». Она находится вот здесь вот вверху. После того, как мы это сделали, наши точки стали квадратиками. Если мы потянем за такой квадратик, можно заметить, что наш прямоугольник больше не прямоугольник. Он может растягиваться по разным углам. Вот так. Также, если мы наведем на линию между этими точками, можем заметить маленькую черточку, при нажатии на которую мы получаем новую точку, которую можем также растягивать или, наоборот, втягивать. Точек мы можем делать сколько нам угодно. С помощью этого инструмента можно создавать более сложные фигуры. Вот. Так он, наоборот, удаляет это вот пересечение. Удерживать левую кнопку мыши и при этом тянуть, то произойдет такое скругление, которое мы можем также контролировать. На этом все. Всем спасибо за просмотр.